Хорошо, мы начинаем. Пожалуйста, включите экраны, мы вас хотим увидеть. Не стесняйтесь. Биге бартабу эһиэхэ көмөлүөхпүтүн баҕараар, бу конкурс быһытынан бу эһигэ имняларгытын киниге ганан таһаарыахпытын баҕараар дьон олоробут. Онон баһаас экраннаргытын холбоон кимди кимтен да кыбыстыбаат, биһиги бары төрөбүт тылтыһыгар үлэлии сылдьар дьоммут. Ага. Там надо нажать ссылку, и она сама вас перенаправит. Можете вот ссылку нажать и просто ждать, там перенаправляет. Это из школы Артики хотят подключиться, но не могут. Эбитсе. Кырытык кетеге кайынди. Бу маны баттаң, бу ссылканы баттаң. Ага, ну пока они подключаются, я немножко расскажу. Тоҕон учулыга халыга аңараган дии булаккаттан биэги бу саха эгер элбэх омуктар хотугу аҕайах ахсааннаах омуктар олороллор, ону кинилэр тылларын өйүүр, суолтан бу маннык киниге гынан таһааран айымньыларын таһаарыахпытын баҕарабыт. Онно бу быйыл Илдархан гранынан бу саха эгер олохтоох омуктар тылларын өстөрүөн, культураларын сайыннарар, оны үйэтитер туһугар бу маннык гырааҥҥа кыайбыппыт. Уонна бу тэрээһиннэр бититтэн биирдэстэрэ буолар. Бу тэрээһин оттон хаҕаламмыта отуйуттан диэххэ, онно бу тэрээһин быһытына биһиги бириилэри таһаардыбыт. Бу хотугу аҕайах оксааннооҕумуктар уонна саха культуратын, тылын өһүн туһунан билигин ол туһунан сиһилии кэпсиэхпит. Мария Николаевна киирдигит да? Здравствуйте, браво, Ахирин олорбут холбануктара. Ага, хорошо. Тогда мы начинаем, да, мероприятие. И бастыкыннан биһиги бу эҕэрдэ тылы биэриэхпитин баҕарабыт Лия Марковаҕа иэтинэн Элеонора Васильевналыын кылыһах кырыымпаҕа сахалыы матыыптары толорон бэйэлэрин аҕардаларын тиэрдэллэригэр көрдөһүөҕүн кинилэр ытык күөл Алампа аатынан маҥнайгы нөмэрдээх орто скуола тохсус кылааһын үөрэнээччитэ Лия Маркова иэтинэн билигин Элеонора Васильевналыын кылыһах кырыымпаҕа оонньуулларын көрүөххэйиҥ, онтон саҕалыахпыт. Пожалуйста.
Наһаа чүгэ мактанабыт. Бу Эленора Васильевна уонна Лия бу иетинэн биһиэхэ кырымпа үчүгэйкээн тыаһын иһитиннэрдилэр киннерге олус мактанабыт бу сахалы тиэри туому тылы ыһы үөрэтэ хаджар үчүгэйкээн диэн дьиэкэргэҥҥэ онтон билигин тылы биэриэххайыҥ Артика школатын үөрэнээчилэргэ дорогие участники мастер-класса, мы передаем слово, поздравительное слово учащимся из школы Артики Ожогину Валерии, ученику 10 класса, и Сидоровой Иманне, ученице 8 класса. Подключились, да? Да, они подключились. Пожалуйста. Угу. Валера, можешь начать? Къде гânul fructor, în țară, dumudată, къде gânul de greu, он кил именно мертвым. Жил, то был мой анniversare, кил читал окно лебиду на меня надем, анniversare. А кто в ней игры? А кто халкан, чвирдера, халкан белькил на нил, а кто у пледера, а воды ко мне. Очень здорово, Иманне передаем слово. Мен туевеньків урочителя, а чорнав бакалпинав міте вечерав. У кати колтинет, гагалти колтинат, бугаскілка юпа, хихавелка тінат, мітне тікан. Евенкіде тенін екен манавчара, та тупчула скіде пейока талчара, хавака тамунду, екаланалчара, хімат нанечара, мітне тікан. Ekden tubi canal, ekden mekarakat, bengal jalbatın imanı tutankat, evet kılıkılvan, oca kiçuvatın, nidu jalunal, bayal bicimatın. Evdikan kunnal, evdikan sanal, enal markati retilil berjalunal, umundum mitrap kılneril dililkan, ikini kacarikan, evdiki elkan. Спасибо большое, молодец. Очень хорошее приветствие на эвенкийском языке. Дорогие участники, мы бы сейчас хотели вам показать наш сайт и наш YouTube-канал. Мы работаем, как я сказала, по проекту, изучаем родной язык и родную культуру. Вот такой есть сайт
Сахай Этиген Тыла называется, выразительная речь якутского языка, но здесь сайт был назван 3 года назад. В то время мы были открыты именно по проекту для якутского языка, но сейчас вот ныне, да, мы расширили свои направления и охватили все родные языки коренных народов Якутии. И сейчас вот, хотя сайт так и называется, Сахатигентл, да, но мы на этом сайте и на YouTube-каналах, да, мы освещаем, пишем всех языках Якутии. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, изучайте. Вот вы наши видите, вот у нас Северное сияние, YouTube-канал, да, там вы видите Нулгнет, эвенская писательница, да, она, вот сайт, YouTube-канал называется Джукабель, она вот рассказала о своем творчестве, и были исполнены народные песни на эвенском языке, также на юкагирском языке и на эвенкийском языке выходили игры детей коренных народов Якутии. И юкагирском языке была, об юкагирском языке вышла передача, где участвовали Николай Курилов, писатель, и ученые юкагиры, исследователи. Да? Мы хотим, чтобы вы присоединились к этой работе. Меня зовут Ангелина Афанасьевна Кузьмина, я руководитель проекта, и со мной работает команда энтузиастов, общественников. Мы все тружимся во благо родного языка, чтения на родном языке и развития культуры, культурного наследия коренных народов Якутии. Я являюсь старшим научным сотрудником Национальной библиотеки, и вот призываю посмотреть эти сайты, YouTube-каналы Джукабель и Сахай Этигентла. Вот вы видите разделы Сахалы Сангарават Сурьеват, онна литература, Каппар, Итык Бахсы, Бусир Тухунанден, да? И вот наши электронные адреса вот на сайте все есть, и вы можете свои работы, учителя, ученики, студенты, тут нет разделения только детское или только взрослое, да, вы можете, любой, кто желает распространить свои работы, чтобы его работа была опубликована, да, отправить нам. Мы это сайт зарегистрирован как СМИ, электронные СМИ, средства массовой информации, да. И вот первое, то, что я хотела рассказать об этом YouTube-канале и сайте, и еще мы проводим научные исследования, да, отправили вам ссылки для изучения чтения на родном языке, на коренных языках вот Якутии, да, опрос. Пожалуйста, на эти ссылки тоже отвечайте. И мы потом после вот мероприятия можем с вами консультироваться и поговорить об этом отдельно. Ага. Ну, сейчас по проекту первый мастер-класс выходит, потом в октябре выйдет еще мастер-класс по ораторскому искусству, потом в ноябре выйдет. В итоге у нас должна выйти хорошая такая книга. Мы проводим конкурсы по ораторскому искусству, видеоконкурс и конкурс, литературный конкурс, да, по написанию рассказов и сказок, да. Об этом сейчас лектора расскажут, как должно быть, какие произведения мы ожидаем от вас, да, и в конце проекта выйдет книга, это, и мы будем вам наставниками, да, будем консультировать, как писать, отбирать ваши работы, и лучшие работы войдут в эту книгу. Онон болана бу биһиги күндү кытаачылар бут, тонуучулы хакалы аңарар кайдагара туох бу конкурскаттан
студионнар онна оголор кыттагат күреске тон сахалы төрәбит тылгытынан хуруягат сәп хака олары сахалы хуруягат онтон бу төрөт олохтоох омуктар оголор ким эвенкили ким юкагерди ким эвен тылынан ким далган тылынан ити курдук бары бэягат тылгытынан хуруягат ону каспидди тылга бэйте туспа жүллүр хүбэ үлелир онна бу кенниттен бу мастер класска биги бүгүн бу хайда хуруерге берек яхпит онтон алтыны ыйга саңарар жогорга верети болууга бу биги хуруер жон тылбытын устан уроннан хаңарарга үйренерге бу алтыны хетине ыйдарга ити курдук булаан быхытынан терехиннер бит барыхтара ыйтылыктара билеген секцияларынан араксабыт бу нучылы тыллахтар секционные залы деньги входите в секционный зал, где вот зал, там внизу 4 квадратика видно, да? И там секционный зал уже началось, написано. Можете зайти, кто на русском языке хочет послушать, да, и кто на якутском языке, вот остаются здесь. Бу манна залларга киребит, онна үлени сахалан кирен барабыт. Сессионные залы ден ити аллара курулан турар, итинен киребит. Онта сахалы тыллахтар барым анна халабыт. Кирбепит, манна халабыт. Кырытык күйтебит да. Халы тыллахтар халлыгыт, үтчылы тыллахтар онна бардыбыт. Нучалы тылынан истечилер бу сочиняем на родном языке, я нучалы хурлу далган на войти дени баттыгыт. Үскеге кийбит. Бу хакалы тыллахтар эме туспа киребит войти дибитти. Өбүген тылынан деңе киребитти. Да, желательно войти хакалы тыллахтар эме. Туспа. Хакалы тыллахтар эме киребит. Эти хакалы тыллахтар этине войти дибит. Өбүген тылынан деңе. 11 кие кирде. Сочиняем на родном языке 6 человек вошли, и вот те, кто на русском языке желает послушать, да, входите вот секция на русском языке, войти нажимаете. Там только 6. Бүгін тылынан деньги 26 человек. Остальные почему сидят? Войдите в секционные залы. Августана, Алина, Маша Баланова, Адамова Айлана, Асен, Никифоров, Алиева Рада, Амелия, Андросов Виктор, Бусыева Сандара, Васильева Аина, Данил Диана, Егоров Максим, Ефремов Дима. Бу олар бэбит киллерин кебебит тахатан килбек олар быгыла. Бу олар киллертен кебияка ди, назначить. Ну, хайда карарты бути? Бир кем маннык күчем киллер. Ити нучылы тыллахтарара гаяк болалар болу. Бу балары барларын халбыт олары баралар сахалыга киллерин. Сахалыга киллер бит бараларын. Хорошо. Нучылыга хасага кибти? Агаяк 6 киши бар. 6, Тун де кодугор уяннар ырахтар олеген көен килбәк биттебиттер онгынан барын киннер кытырын бирүлеле якпыт. Бу YouTube каналга бу мастер-класс тагыстагына киннер аны көрөктәктер, битәкпыт онна син бир ырахтанда болор үлеле якпыт. Очоғынан мен неме өбіген тылынан деңе бардым. Барайды өтігітті бұл келбәті қоғылары сақалығы келдерден күйе қанады. Секцияларынан кирелер обыт оғылар. Манна қалбап бұд. Секцияларынан жаллара клеткалар балыр дей. Внизу клетки стоят. Туда надо нажать, на какую секцию вы желаете зайти.
Дети наши сочиняют стихи и переводят с нами вместе с учителями на эвенкийский и эвенский языки. Я сейчас вам хочу рассказать о переводной литературе для детей народов Севера. Вы знаете, что рядом с городом Нерюнгри стоит село Иенгра, где живут компактно эвенки. И там есть школа имени Глафиры Макаревны Васильевич. Хочу сказать, что заслуга Глафиры Макаревны за рождение венкийской литературы особенная. В 30-м году в Институте народов Севера Глафира Макаревна Васильевич создает кружок переводчиков и начинающих поэтов и писателей, которые посещали все зачинатели нашей венкийской литературы в 30-м году. Каждая литература имеет зачинателей. Мы знаем, что основоположниками венкийской литературы принято считать Алексея Салаткина, Григория Ченкова, Никиту Сахарова, Алексея Платонова. Все они писали на венкийском языке. Благодаря удачным переводам с венкийского русскоязычный читатель смог познакомиться с их произведениями. Но в амплуа переводчиков выступали и сами поэты. В разные годы венкийской и художественная словесность пополнялась переводами русской классики. Так Павел Алексеев еще до войны участвовал в переводах произведений советских писателей на венкийский язык. В далеком 1937 году поэт Алексей Платонов сделал первый перевод на венкийский язык стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Памятник». А в 1939 году Сахаров и Салаткин перевели на родной язык старуху Изергиль Максима Горького. Петру Савину удалось сделать успешный перевод рассказов из азбуки Льва Николаевича Толстого. Уже в наше время, благодаря переводу Летеда Немтушкина на венкийском языке, зазвучала сказка «Рыбаки и рыбки» Александра Сергеевича Пушкина. Очень интересна многоплановая переводческая деятельность известного венкийского ученого-лингвиста, фольклориста Анны Николаевны Мареевой. Она переводит на венкийский язык стихотворения русскоязычных и якутоязычных поэтов-эвенков. Например, стихотворение Пушкина «Памятник», стихи Дмитрия Апросимова. Она записала и сделала надстрочный перевод сказаний и венкийского эпоса «Давылчан. Первочеловек среднего мира». А в 1992 году у нее вышли сказки Лучи Сигундера на русском и венкийском языках. Анна Николаевна сама писала стихи для детей и также делала переводы стихов известных детских поэтов Агнии Барто, Самуила Маршака. Выпустила книжку для детей, которая называется «Кумакарду». Стихи Людмилы Носковой мы здесь, в школе Арктика, перевели на венкийский язык. Стихи Людмила Носкова – это наша нюрнбергская поэтесса. В 2014 году, работая с своей Матвеем Лихановой, мы работали с ней над созданием учебного пособия «Балдыдяк-Бугав», мне довелось переводить детские стихи русских поэтов, стихи нюрнбергской поэтессы Людмилы Носковой на венкийский язык. И вышла книга, которая называется «Балдыдяк-Бугав». Наши дети занимаются переводами, сами пишут на русском языке, занимаются переводами. Вот одним из направлений внеурочной работы с обучающими является художественный перевод стихотворений. Не подлежит никакому сомнению, что творческие работы повышают интерес к изучению языка. В результате работы с рифмованными текстами у школьников активизируется познавательная деятельность, что способствует их самореализации. На основе системного изучения произведений поэтов и писателей народов Севера обучающиеся в
впитывая в себя эти познания, на практике пытаются создать собственный продукт, стихи, рассказы, сказки, но на русском языке. А переводя свои стихи на родной язык совместно с учителем, они не только увлекаются этим занятием, но и углубляют свои знания родного языка, что является фактором развития современного языка. Например, тема стихов Колесова-Карачаной «Любовь и родной дом». Автор выражает свои сокровенные мысли. Находясь вдали от родного дома, она скучает по родным и друзьям, которые остались на ее малой родине. Стихи ее просты, незатейливы. Автор пишет о том, что ее волнует в данный момент. Например, «Дагамакал ментеки, минева кумнакал, мевандулави минева, аракука камникал». Тарит марган мимини, химат илтендинган, тадук меван мимини, сомат рундинган. У нас в школе есть гимн. В 2019 году он был переведен мною и ученицей 11 класса Игнатенко Ляридов. Его поет вся школа, но на венкийском языке. Ученик Каянович Кирилл написал стихотворение о любимой школе Арктика. Оно переведено тоже на венкийский язык. Затем была записана песня на эти стихи, которую исполняет сам автор. По круговому танцу манчжурой, гимну школы Арктики, песни Арктика Кирилла Каяновича на родном языке. Обучающимся сделаны презентации с помощью НВК-СХ, выпущены видеоролики. Переведенные стихи опубликованы в газете «Илкан». Стихи Али Сабиной, Аняка получили одобрение и хорошие отзывы в группах «Эвенки России» и «АВД Туран Алабум Нилин». Автор сама читает свои стихи на венкийском языке и принимает участие на различных конкурсах. Приобщение к духовной культуре родного народа дает нашим детям почувствовать себя представителями своего народа, осознать себя причастными к ценностям культуры своего народа, который способен интегрироваться в другие культуры, но не теряя своей самобытности. Может быть, этим детям, ради которых мы здесь работаем, не суждено сделать грандиозных открытий, но они, мы надеемся, будут интеллектуально развиты, будут наделены чертами яркой личности и найдут свое место в жизни. Спасибо за внимание. Ангелина Кентьевна, ага. Вот там как раз подошел техник, да, ваша Ангелина Кентьевна? Подключите презентацию. Да, если можно, мы бы подключили. Есть, да, презентация? Есть. Ага. А где Эдуард? Ага, я здесь. Ага. Там надо вот зеленую кнопку нажать, демонстрация экрана. Там на компьютере. Александр Алексеевич? Как раз он там, да? Хатанар, да? Не знаю, Александра Алексеевича получается, не получается. Надо только подключить. Приняли же. Ага. Просто у меня этой презентации нет. Есть, да? А вы, Марьянка Анна, можете мне на WhatsApp тогда отправить? Ну, сейчас почту надо, скорее всего. Ну, не будем, наверное, задерживаться, да? Вот продолжить, да, Ирина Гавриловна? Ага, лучше продолжить, ага. Клавдия Никентьевна, продолжать, ага. Продолжайте. Как продолжать? Презентацию интересная, хотели показать. Ага. Мне на WhatsApp тогда. Клавдия Никентьевна, вас Да? не видно. Можете как-то стоять, чтобы было видно вас? Камеру зайдите, проверить. Так, ну, вы... Да, вот так, ага. Меня не Ага, было так. видно, да, или что? Меня не было Не было видно, ага. Ага, вот так видно Было сейчас. слышно? Было Слышно?
Было слышно, да. Ага. А презентация была, Екатерина? Презентацию мы подключим, вы пока рассказывайте, ага, чтобы время не ушло. Ничего непонятно. Я же все уже презентацию свою озвучила. С презентацией, да? Ага. Хорошо. Мария Николаевна, мне пока не отправила еще. Мгм. Можете, Мария Николаевна, на почту отправить или? А, вот подключилась, ага. Мария Николаевна. Мария Николаевна, что делать? Ага, видно. Мне что заново все озвучивать? Можете с того, с чего вы вот на чем остановились, продолжить. Нет, я закончила. А, закончили, да? Я закончила. Ну, то, что хотели показать по презентацию, можете кратко вот рассказать, показать, ну, по фотографиям просто. Нет, вы не слышали или что? Слышали, ага. Ну, что еще рассказывать? А? Вы включаете? Ой. Ангелина Афанасьевна, Клавдия Никитина все рассказала. Ага. Просто вот эту презентацию, вот мы только сейчас подключили, когда нам вот разрешение дали. Ага. Просто хочу сказать, что тема очень интересная. То есть дети наши, которые не владеют своим родным языком, да, они пишут на русском языке, а Клавдия Никитина помогает, совместно они занимаются переводом на родной язык. На язык. Хорошо. Мгм. Ага. Ну, Клавдия Никитина, нам очень интересно было бы послушать вас, и мы будем очень рады сотрудничать с вами, с вашей школой, с детьми. Нам очень приятно видеть детей на национальных костюмах. И вас, Клавдия Никитина, мы ждем от вас рассказы, повести, да, можно даже повесть написать, или сказки, да, то, что вам по душе. И постараться вот перевести на родной язык. Ага. И окончание до 30 сентября конкурса. Ничего страшного, если там будет с ошибками, мы все там в ходе работы исправим, там подкорректируем и надеемся, что ваши работы войдут в книгу. Ага. Хорошо, мы отправим. У нас есть работы. У нас есть работы, мы отправим. Хорошо, ага. И есть ли вопросы? Есть, да, вопросы у слушателей, у вас, Клавдия Никитина? Ангелина Афанасьевна, вот сейчас же Ага. Рита Гавриловна, вы сейчас будете как бы делиться, да, опытом с детьми. Ага, да. Рита Поэтому Гавриловна сейчас послушаем. передам. Ой, потому что- Рите Владимировне. Ага. Хорошо, я тогда туда иду, я должна там выступить, я туда тогда иду. И Ираида Владимировна, Да, я тогда у вас здесь. все, да? Ага, у вас тогда все, да, Клавдия Никитина? Да, Всё, все, у них спасибо всё. большое. Спасибо. Хорошо, ага, спасибо вам большое. Свои Ага. работы вам на Витвийском. Ага. Хорошо, отлично. Спасибо. Ага. И, Это Ирида начинай, да? Владимировна, я вам передаю слово, и я ухожу туда, в ту сессию. Спасибо. Ага, до встречи. Ага, когда-нибудь у вас будем. Спасибо. Ага, будем сотрудничать. Ага, хорошо. Ага, смотрите нас в YouTube-канале, пишите нам, мы будем очень рады. Угу. Хорошо. Ага. Ирида Владимировна. Спасибо. Ага. Итак, да?
Я чуть еще немножко о себе расскажу и быстренько, ну как бы быстренько с собой познакомлю, и потом начнем сразу говорить, как мы можем писать рассказы, стихи, новеллы и так далее на родном языке. Итак, я еще раз повторяю, меня зовут Ираида Гавриловна Попова. Я работаю в журнале «Полярная звезда», который выпускается на русском языке. Вот. И сама я родилась в Жиганском Улусе. Вот у меня дедушка эвенк, вот, и ну, папа у меня якут. Поэтому у меня вот как бы разные кровь, разные как бы это улусы. Вот. И с чего мы можем начать? Да? Прежде всего, для того, чтобы быть писателем, ребята, абсолютно, можно сказать, условия, ну как бы, было бы на чем писать. Это может быть телефон, в телефоне Word, или это может быть блокнотик, вот, ручка или карандашик. Вот. Это буквально все, что нужно, какие условия нужны для того, чтобы стать писателем. Вот. И, конечно же, писательская жизнь, она очень интересная, потому что когда человек начинает писать, он начинает чувствовать жизнь гораздо глубже. Он начинает видеть какие-то мелочи, которые люди не замечают. Там какой-нибудь паучок по травинке выползает, да, и там он начинает что-то плести. Обычные люди это не заметят, пройдут, а мы, писатели, мы это посмотрим, рассмотрим, и из этого, возможно, выйдет маленькое стихотворение или может выйти сказка для детей. Вот. А самое главное, да, вот как бы с чего начать? Просто каждый день можно писать. Например, когда мне исполнилось 6 лет, моя подруга Инга Попова подарила мне общую тетрадь, обычную общую тетрадь. Вот, и мама мне сказала, ты туда пиши, там просто так не морай. Это, говорит, очень хороший этот подарок. Вот, и пиши там только свои сочинения, что ты видишь, то и пиши. Вот из этого я уже потом как бы выросла писателем. Вот, а вы, ребята, уже, конечно, постарше, поэтому вы можете писать действительно все, что хотите. Вот, например, это вот мой дневник. Я в нем пишу вот так вот разной пастой. Там синие, красные, голубые, там фиолетовые, любые, какие у меня есть, там оранжевые и так далее. Вот, и там я пишу, что происходило за день. Обычно я это пишу вечером, но если я не успела написать вечером, я пишу утром. Вот на это уходит буквально 10-15 минут, потому что я пишу обычно, в один день обычно одна страница, там 1,5 страницы. На это уходит не так много времени. Потом, когда появляется свободное время, отсюда можно взять какие-то очень интересные моменты. Потому что в жизни у нас случаются разные приключения, то, что мы совершенно не ожидали. Да? Например, все хорошо, куда-то вот поехали отдыхать в лес и так далее, да? И там, оказывается, что-то мы забыли, что-то мы сломали. Вот отсюда и начинаются всякие приключения. И как мы выбирались из этого, это и будет маленький рассказик. Вот. И еще вот хотела сказать, для того, чтобы как-то, иногда некоторые ребята говорят, писать каждый день, там, даже полстраницы каждый день, это же, надо какие-то силы нужны, какая-то энергия нужна. А у нас, ребята, у северных людей есть очень большой источник силы. Это природа. Это наша природа. Знаете почему? Да? Вот, например, у других народов, которые верят там в Христа, в Аллаха и так далее, они черпают силу через вот эту свою веру. Вот. И им нужно ходить там специальные вот эти храмы или там мечети, там как бы определенным образом молиться и так далее. А наш Бог, наша природа от нас не требует, чтобы мы там
в какое-то определенное время там лицо мыли там, или в определенное время какую-то молитву произносили. У нас все происходит интуитивно. Интуитивно. Мы вообще как бы люди, которые очень близки с природой. Я, например, когда мне становится очень плохо, я стараюсь выйти на природу. Если я не могу выйти на природу, я иду в парк. Я иду там, где деревья растут, там, где растут какие-то растения. Зимой, пусть где угодно, да, вот просто даже просто выйти на улицу и пройтись, я уже немножко набираюсь какой-то силы. Поэтому вот у нас вот есть большой источник энергии. Мы можем нашей природе просто вот молиться как Богу. Вот. И вы прекрасно знаете, что когда вот мы выезжаем на природу, мы что делаем? Делаем какие-то обряды маленькие, да? Вот как бы кормим огонь, кормим природу, вешаем ленточки и так далее, да? Это вот это и есть источник силы, это наша духовность. Вот это что касается источника, да? А вот что касается самого письма, значит, я, например, делаю так. Я пишу сначала там, ну, вот это дневниковые записи. Это получается как будто черновики. Вот, потом я вспоминаю, так, мне надо написать какой-то рассказ. У меня есть другая тетрадь, вот, побольше. Вот. И в этой тетради я уже пишу более так, ну, как сказать, детально. Вот. И там это может быть не обязательно тетрадь, это может быть там, ну, вы можете там в Word в своем телефоне писать, да, некоторые люди так делают. А некоторые люди вообще вот просто включают это, там же в телефоне есть микрофон. Вот. И туда можно просто говорить то, что ты чувствуешь, то, что видишь. Вот. И таким способом можно написать очень большие... Вот написали, а потом уже как бы у вас есть уже не только черновик, но как бы уже это что-то похожее уже на произведение. Потом вы все это аккуратненько выправляете. Вот. Как вы думаете? Для этого должно пройти какое-то время. Оставляете дней на 10, может быть, на 20 или на 30. Вот. И уже совсем другими глазами вы смотрите и переправляете то, что написали. Вот. И после этого у нас есть прекрасные, например, есть средства массовой информации. Например, у нас есть журнал «Юность Севера», журнал «Колокольчик» для детей. Вот. А вообще как бы для уже старшеклассников или даже просто детей старше 12 лет вот мы принимаем вот «Полярную звезду» тоже. Вот. Что мы вообще делаем? Как бы мы берем, ну, в библиотеку заходим, берем, ну, как бы любой вот этот журнал или газету, и здесь обязательно есть электронный адрес. Вот. И можно просто отправить в этот электронный адрес, написать: «Здравствуйте, меня зовут, например, там Иванова Аяна, я ученица такой-то школы и написала вот такой рассказ или вот такие стихи». Вот. И пишите свой телефон, все, и просто отправляйте. Потом через некоторое время, когда пройдет там какое-то определенное время, скажем, это обычно бывает 2 недели, вы можете позвонить там, опять же, тут есть телефон написан, бывает вот тут, находите, туда совершенно спокойно звоните, потому что в редакцию может позвонить абсолютно любой человек. Вот звоните и спрашивайте: «Здравствуйте, меня зовут Иванова Аяна, 10 или там 14 дней назад я отправила вам свое сочинение». Вот. И они вам ответят, скажут: «Да, мы вот это вот получили, и это уже вышло в газете, или это выйдет в таком-то номере». Вот, поэтому вот эта вот практическая часть, она такая, вот просто совершенно как бы не думать о том, что, ну, как сказать, да, некоторые люди говорят: «Ой, наверное, у меня там недостаточно грамотно, ой, наверное, я там
может быть, не так написала, как, например, там Семен Курилов, да. И, ну, у меня, наверное, не такое великое произведение, как у Владимира Самги. Ну, а так вот думать не надо, потому что каждый человек индивидуален. Каждый человек, вот каждый вы сидите, это каждый человек, это космос. Вот. Каждый человек – это храм. У каждого из вас есть совершенно уникальные какие-то мысли, которых нет у других людей. Да, какие-то мысли у нас совпадают. Бывает, что вот о чем-то подумаешь, а наши друзья или подруги скажут примерно то же самое. Вот, но это общие мысли, да. А у нас иногда бывают такие наблюдения, у нас в жизни случаются какие-то такие приключения, которые не случались ни с кем другим. Вот, и вот это мы можем написать. Мы можем написать и о радостных событиях, и о горестных событиях. И у нас бывают потери, у нас может умереть там собака или кот, или дедушка или бабушка, да. Вот это вот в эти горестные моменты нам нужно все вот это вот свое горе вылить на бумагу. Бумага все стерпит. Все, что наболело, мы пишем сюда. Вот. И как будто нам становится легче. А потом уже, по прошествии времени, вы можете вот это вот уже посмотреть, немножко отболит, немножко как бы боль утихнет, да? И потом вы посмотрите на это другими глазами, и вы можете написать прекрасное произведение по вот этим своим переживаниям. Вот. Или у вас случилась какая-то ссора с кем-то, да? Вы тоже вот это вот написали, а на следующий день пошли и помирились. И можно вот как бы вот эту вот часть, как бы написать такой рассказ, историю ссоры и историю примирения. Это же прекрасно, и это будет очень интересно другим детям. Вот, поэтому вот это вот примерно то, что я хотела сказать. И ну вот практическая часть, это все, что нужно для писателя. И вот, например, скажем, для музыканта нужно очень много денег. У них должны быть инструменты, там какие-то ноты, там какие-то какие-то деньги для того, чтобы там для звукозаписи, что-то еще. Да. Очень много денег требуется. Или, например, чтобы быть теннисистом, это там не только ракетка, это нужно вообще быть богатым человеком. Как бы конный спорт. Ну, я не знаю, это вообще как это. Быть художником – это краски, вот эти материалы, да, вот это вот подрамники, мольберты, там, этюдники, кисти. И все время это новое, новое надо все время покупать. Это как бы очень как бы это, да, ну, можно сказать, много чего нужно. А вот для того, чтобы быть писателем, вот, да, пожалуйста, вот ручка, блокнот, все. Или же, ну, вот как я говорила, там вот этот вордовский, у кого есть ноутбук, так это вообще прекрасно, или у кого есть планшет, это вообще прекрасно. Вот. Так что, и еще, ребята, некоторые ребята думают, что это, ну, как сказать, надо сделать какую-то карьеру, да. Вот карьера политика, она, ну, как бы недолговечна. Пока политик работает, о нем помнят. Потом он уйдет, его забудут. А писатель, то, что он написал, это остается навсегда. То, что ты написал и напечатал вот там в газете, в журнале, это остается с тобой навсегда. Навсегда. Это твое. И это у тебя никто не отнимет. Никогда. Никто никогда не отнимет. Даже если вот это вот ты держал, кто-то там, какой-то мальчишка взял, сорвал и сказал, все, больше нет у тебя этой газеты. А эта газета есть во всех библиотеках. А эта библиотека, эту газету получили все другие остальные ребята, которые выписывали. Видите, как прекрасно? Поэтому то, что написано пером, не вырубишь топором, как говорят. Вот. И что касается писать на родном языке, ребята, это очень важно. Это, наверное, самое важное, что может быть на свете. Потому что, ну вот,
Просто я хочу привести маленький пример. Некоторые люди считают, что мы здесь недостаточно бережно относимся к своему родному языку. А я вот была в Алтае, на Камчатке. И вот на Камчатке прекрасно сохранились такие эти, ну как сказать, ну, вот песенные какие-то там обряды, там танцы очень хорошо как бы это развиваются и проходят, да. Но там языком пользуются только 70-летние люди. Понимаете? И ну, вот это вот может произойти просто горе какое-то. Если вот 70-летние люди просто уйдут, носителей языка не останется. И поэтому вот на Сахалине сделали азбуку, которая называется «Читаем с бабушкой». Ну и слава богу, потому что 70-летние бабушки могут читать со своими внуками. И вот как-то вот, еще, наверное, не поздно что-то сделать. А у нас есть все возможности. У нас есть прекрасные учителя. Мы учимся в таких прекрасных школах, которых нет в других регионах. Вот, поэтому это надо, ребята, ценить. И надо это беречь, свой родной язык, потому что если нет языка, то нет и народа. Вот. И потом вот я тоже заметила, что те ребята, которые едут учиться куда-нибудь там в Москву, в Санкт-Петербург, ну пусть даже в Новосибирск, там Саратов, не имеет значения, да, какой-то такой российский город, если они знают свой родной язык, вы знаете, как их уважают? Они видят, что вот эти люди с глубокими корнями, и они, ну, действительно есть восхищение и так далее, вот как бы, когда человек рассказывает о своих традициях, когда он знает вообще, ну, как бы, вот эти свои традиции, обряды и так далее, вот они видят, что вот это какой-то аутентичный, особенный человек. А если человек этого не знает, увы, он как бы это является как будто никем. Вот. Просто не хочу говорить более грубого слова. Вот. Поэтому надо бережно относиться к своему родному языку и стараться писать на родном языке. И вот видите, ребята, для вас создали условия. Вы можете писать, и вот даже вам сказали, вы даже не обращайте внимания на ошибки. Вы отправьте, вам отредактируют. Это же здорово. Вот, поэтому участвуйте во всех конкурсах, ребята. Отправляйте там свои работы куда-то на конкурсы. И если будет что-то напечатано, это же праздник для души. Это просто прекрасно. И это продолжение рода, и как бы это продолжение культурных традиций нашего народа, своих народов, любых народов, которые вот наши. Вот. Ну, теперь, если вы хотите, вы можете задать вопросы, вот, а потом уже продолжим еще дальше работать. Здравствуйте. Сколько вы книг написали за всю жизнь? Ой, мне очень плохо слышно. Сколько вы книг написали за всю свою жизнь? Ой, конкретно моих книг это там 6. Но если считать по рассказам, то более 100. Вот. И среди них 6 спектаклей еще. Какие темы сейчас более актуальны в вашей сфере? Темы, ребята, актуальны всегда. Наша действительность. Это когда ну вот мы пишем о своем времени, о своих современниках, о себе, о своей семье и о своих друзьях, одноклассниках и так далее. Вот о своем круге. Вот это самое востребованное во все времена. Потому что вот иногда мы смотрим там, ну как бы там спектакли Чехова, может быть, да, там, ну кого угодно, да, или смотрим какие-то фильмы, мы видим печать времени. В то время это была обыденность, а сейчас мы видим там, что у Гоголя какая была действительность вот, и так далее, да. И про нашу действительность будут судить о том, как вы пишете, что вы пишете,
как будто совершенно обыденные вещи будут, а время пройдет и будут видеть печать именно нашего времени. Ой, я не слышу. Плохо слышно. Так, ну, вопросов больше нет, да? Спасибо, что послушали, ребята. Я желаю вам быть очень сильными, опираться на нашу любимую природу, опираться на наших людей. Вот. Всегда помнить, что есть люди, которые могут протянуть руку. Вот, наши учителя, да? Так. Ираида Гаврилина, ой, извините, мы мешаем вам, видимо, оказывается. Большое спасибо от имени детей мы вам выражаем за прекрасную, интересную лекцию. Слышно, да? Спасибо. Угу. Да. Детям понравилось же? Вы что-то для себя же взяли полезное, интересное? Угу. Да. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Наша секция на этом все, да? Варвара Прокопьевна? Сейчас я выступаю. Добрый день, день. участники нашего мероприятия. Меня зовут Варвара Корякина. И это дети в основном из школы Арктики, да, у нас участвуют в нашей секции, других школ нет, да? Только Арктика, да? Школа Арктика, видимо, ага. Только школа Арктика. Ну, я ваша землячка, получается. Я работаю в Нижегородской городской библиотеке в отделе краеведения литературы, ведущим библиотекарем. И в то же время я являюсь писателем, членом Союза писателей Республики Саха-Якутия и также членом Международного сообщества писательских союзов. И меня попросили, ну, немножко как бы вам дать советы, там, консультации, именно вот как начать писать, да, свое произведение. И я хотела бы обратиться вот тем, кто начинает писать на своем родном языке. Ну, как говорила Ираида Гаврилевна, у нас в нашей республике, в отличие от других, да, как бы регионов, очень большое внимание уделяется именно сохранению родного языка, и якутского языка, и языков коренных народов Севера. Поэтому всякие мероприятия, лаборатории, институты создаются именно вот, чтобы сохранить родной язык всех народов, которые живут в нашей республике. И это для нас счастье. И чтобы сохранить свой родной язык, надо создавать именно литературу, вот, которая, ну, была бы именно на том языке, носителем которого является тот или иной народ. И мне кажется, ну, как я на своем примере, если вы вот решили что-то написать, да, о чем, ну, Ираида Гавриловна говорит, что всегда актуальны произведения именно о современности, о тех людях, которые как бы окружают, живут именно в этом времени, ну, именно вот в этом времени, в этом месте. Но на своем примере я начала писать еще, как бы я уже писала чуть на якутском языке, и параллельно я писала уже в школьные годы и на русском языке, и основная часть моих произведений на русском языке. И статьи тоже, которые я пишу на краеведческие темы о Якутии, о верованиях северных народов, и мифы, легенды северных народов, и якутские, и других народов Севера, они тоже написаны на русском языке. Потому что вот я живу в Нерюнгри и общаюсь именно вот среда обитания всегда, окружающая среда всегда влияет на творчество любого человека, любого писателя, потому что ты хочешь именно передать именно свое видение, да, свои мысли именно тем людям, которые тебя окружают, только близкому окружению. И я уже с детства, ну, я любила всегда
слушать легенды, предания старины. И я в детстве еще жила в Среднеколымском улусе, и там меня поразили и угадирские, и вот колымские легенды, предания. И поэтому первым моим произведением это был цикл легенд «Колымские предания», основанные на услышанных мной от разных людей преданиях именно региона Колымы. И эти произведения были как бы напечатаны во много. Сначала я их как бы отправила, я начала писать совсем недавно, получается, я не маститый писатель, но в то же время как бы у меня около 7 книг, и мои книги еще есть в Литресе, вы можете там почитать, там есть сборники статей, есть книги, все на русском языке. И также я начала писать активно только с 2015 года. И в 2017 году я стала членом Союза писателей Республики Саха-Якутия. И также начиная с 2014 года мои статьи, мои книги начали активно публиковаться. Вернее, не книги, а рассказы. И я сначала отправила свои рассказы наш альманах литературный «Полярная звезда». Это были колымские предания. И они их сразу публиковали. И была мне великая радость. Наконец-то я подумала, что пишу так себе, да, каждый человек всегда ценит себя как-то критично. И мне было уже 50 лет, и я говорила, что я раньше в детстве писала, но писала, так говорится, и стихи писала, но в стол. Кое-какие стихи у меня, как это студенческие годы, они были напечатаны в газете «Якутский университет», и на том, они это были стихи, посвященные каким-то знаменательным датам, весне, каким-то временам года, такого плана были. Но я писала и другие произведения на якутском и на русском, но я их не печатала. Потом решила именно предания, которые я жила в Среднеколымском улусе, в поселке Сылгы-Итар, и там я там услышала, я общалась с пожилыми людьми, и очень много интересного от них услышала. И эти услышанные, я какие-то заметки делала еще в юности, в студенческие годы, а потом уже став уже в пожилом возрасте, получается 50 лет, да, и тоже возраст такой, уже не юность и не молодость, а уже такой зрелый возраст, даже очень даже перезрелый, да, и в этом возрасте я начала потом эти же произведения я отправила российский журнал «Мир Севера». Они тоже сразу их опубликовали. Потом откуда-то мне пришло письмо с редакции журнала «Дальний Восток». Они попросили те же колымские предания разрешение напечатать и договор заключить, чтобы выплатить гонорар. И я была первые произведения, и сразу начали публиковаться. И здесь у нас в таком известном, да, серьезном авторитетном альманахе «Полярная звезда». Потом еще в «Мир Севера» журнал, это приложение газеты «Литературная Россия». И потом известный альманах Дальнего Востока, который называется «Дальний Восток». И поэтому я подумала, что если человек начинает писать именно свои произведения на основе каких-то древних легенд, мифов, преданий, тогда эти произведения, они всегда заслуживают больше внимания, и они всегда притягательные, потому что когда человек пишет о древних преданиях, именно основываясь свои произведения на древних преданиях, то он использует богатый язык. А если пишешь об обыденности, это лично мое мнение как писателя, когда ты пишешь новеллы, они более простым языком пишешь, потому что там диалоги людей, обыденные, но там могут и описания природы быть, да, красочные, но в то же время именно когда ты сталкиваешься именно с фольклором, да, с произведением устного народного творчества, ты ненароком все равно пишешь именно теми же словами, пытаешься использовать богатый литературный родной язык или даже русский язык. Да? Поэтому мне кажется, что
первые произведения начинать именно на основе каких-то вот преданий, да, есть как бы легенды, местные легенды, о которых вообще никто, ну, как фольклористы, никто как бы не зафиксировал. В каждом поселке, даже в каждой семье, в каждом роду есть свои предания, легенды семейные о каких-то своих, да, известных, именитых предках, мифических предках. Поэтому мне мои все произведения, даже первые мои статьи, были основаны именно вот на мифах и легендах. И мне считается, что все северные народы, они имеют вот такое мифическое сознание, потому что они вот воспринимают мир именно вот в таком таинственном, загадочном плане, потому что они в каждом каком-то явлении, и ну, как бы древние люди, да, особенно северные люди, они любое явление, они как-то вот поэтизировали, они как-то красиво их называли, и за каждым этим как бы природным даже явлением или каким-то событием всегда стояла некая магия, некая мистика, да, и поэтому вот я начала именно вот писать именно с этих как бы мистических, магических каких-то моментов. И мне кажется, что мои произведения, которые сразу как бы с первых дней как бы начали публиковаться, именно вот заслуга в том, что я вот того, что вот я начала писать именно не того, что я пишу очень как бы красиво и очень талантливо, да, есть и люди как бы, да, писатели, которые очень талантливые, а именно вот успех моих этих произведений, которые начали печататься в том, что вот я начала именно с северных мифов и легенд, потому что они сами по себе такие завораживающие, они магические, они так притягательны. Поэтому и вот эти произведения, видимо, как бы заслужили внимание и читателей, и редакторов таких журналов. И потом, после этого у меня вот появилась книга «Странный мир», куда вошли легенды старого города. Это мистические легенды, основанные на городских легендах о городе Якутске. И эта книга находится и есть и в Литресе. Она как бы называется «Легенды старого города», отдельная книга. А в Национальной электронной библиотеке, Национальной библиотеке это как бы эти легенды старого города вошли вот в сборник «Странный мир». Ну, в этом сборнике тоже те же колымские предания вошли, и также вошли вот некоторые рассказы в стиле фэнтези. Ну, потому что сейчас наше время, ну, вот там вот на видео есть ссылки на эти как бы книги. Если кто-то интересуется, кому-то вдруг стало интересно, да, о чем эти произведения, то можете вот именно по этим ссылкам, которые указаны на видеоматериале, вы можете вот почитать эти произведения. И также вот, ну, чтобы именно вот, да, быть в курсе, как бы или идти в ногу со временем, чтобы завлечь как бы молодых читателей, я как бы решила попробовать себя в стиле писать в стиле фэнтези. Но мои вот именно рассказы в стиле фэнтези, они тоже как бы, да, основаны именно тоже на народных вот этих древних преданиях, мифах и легендах. И они тоже очень как бы ну, тоже как бы читатели их читают, им интересно. И поэтому я хотела вот так, да, дать совет, что первые произведения вы можете как бы, да, если начать, если вы не знаете, о чем писать, то можете смело взять какой-то миф свой, да, именно миф, который характерен для вашего народа, да, или, может быть, это вариация известного какого-то мифа, известной легенды, которая распространена, да, в вашем регионе, в вашем районе, или это может быть семейная легенда, и смело можете, основываясь на них, писать вот первые произведения. Мне кажется, это такое произведение всегда вызовет интерес читателя, потому что любой человек, любой, ну, представитель любого народа, они всегда интересуются как бы историей своего народа и также интересуются историей других народов. И также как бы и не секрет, что мистика, да, жанр мистики, он всегда тоже популярен. Поэтому вот книга «Странный мир», моя книга, она вот в течение некоторого времени вот входила вот по статистике Национальной библиотеки, она входила вот в десятку самых читаемых книг. Потому что вот тоже мистические рассказы, они тоже как бы всегда привлекают читателей.
и вы тоже можете себя попробовать именно вот в жанре мистики и каких-то вот, ну, мне в основном мистика, не ужастики, не хоррор, а именно, ну, есть элементы вот такого, да, чуть-чуть какие-то, но оно мне вот в основном как бы мистика, мистические рассказы, они не сильно такие не ужастики. И также вот по легендам старого города, которые вот, ну, основаны на городских легендах города Якутска, были сняты вот 4 телепередачи, которые были показаны вот в цикле «Хранители времени». И эти передачи тоже, ну, часто вот показывают. Я вот иногда как бы, да, наталкиваюсь на них вот в канале ОТР, они часто показывают. Там это есть как бы тайна одной картины. Вот такой маленький рассказ я написала, потому что вот есть в Якутске есть картинная галерея имени Капушева. Там в этой картинной галерее есть, ну, как бы портрет, да, именно работы неизвестного художника 17 века итальянского, и картина называется «Сибилла». И в городе Якутске раньше, вот в 50-х годах, об этой картине ходили мистические слухи. И вот об этом я написала. И по этому рассказу, по мотивам тоже вот была снята вот такая передача. Ну, также вот была и передача о библиотеке имени Белинского. И о библиотеке Белинского тоже вот в 70-х, 80-х, вернее, 80-х годах тоже были как бы легенды, мистические городские легенды о том, что в этой библиотеке, в книгохранилище, в подвале вот видит каких-то, но не видит каких-то этих призраков, да, потому что эта библиотека была построена на месте Мученого креста. Мучин крест — это вот кладбище, старинное кладбище, где хоронили именно вот арестантов, неизвестных покойников. Ну и вот это таинственные песни из небытия, вот такой был у меня рассказ, и по мотивам тоже была снята вот передача. И также вот, ну, именно вот эти мои рассказы, они были вот как бы таинственных каких-то явлениях, связаны с какими-то зданиями, с какими-то известными людьми. Поэтому вот эти как бы мои рассказы заинтересовали вот известного журналиста Галину Захаренко, и она вот решила посвятить этим моим произведениям цикл телепередач. И что еще? Ну, вот мой совет, что вот по своему опыту я хотела вот именно вот посоветовать, именно начать пробовать себя именно вот в таком плане, что лучше как бы начинать свое творчество именно на основе своих вот, на основе устного народного творчества своего народа, потому что ты уже знаешь, о чем писать, и уже как бы и легче, как бы, да, именно вот подобрать какой-то и по лексической, и с лексической стороны тоже легче, потому что все равно мы с детства читаем народные сказки, слушаем вот легенды, предания, и все равно мы можем использовать именно этот язык, который привычен нам с детства, ну, бабушки, дедушки, да, мамы, папы, как бы отцы, мамы нам вот рассказывали эти легенды, поэтому, мне кажется, ну, для меня такое, да, ну, многие как бы, и общаюсь и с русскими, да, и зарубежными, не зарубежными, но с польскими, да, русскоязычными писателями, они говорят, что многие современные как бы писатели начинают с новелл, ну, как бы с рассказов, которые рассказывают о современной жизни, да, о своих друзьях, о событиях, которые происходили с ними или с кем-то, да, из знакомых, а потом только как бы, когда они становятся уже более как бы, да, маститее, более как бы опытнее, они уже обращаются именно к произведениям устного народного творчества. Но у меня как бы пошло как бы наоборот, я начала как бы уже с легенд, с преданий северных народов и своего народа, да, якутского народа. И поэтому, видимо, вот легенды, предания, они всегда как бы притягивают. И все северные народы, они такой вот
имеют свое мифическое сознание. И даже есть такое, многие писатели и поэты, да, рассказывают, что есть такое, как бы, да, такое понятие, что как будто вот мысли, да, приходят откуда издалека, да, с высоты, откуда-то из космоса, да, именно вот мысли это сами приходят, и человек пишет, да, такое явление тоже бывает. Часто у северных народов, да, у якутского и у многих коренных народов представители писателей есть такое. Потому что и у народа Саха, у северных народов есть такое поверье, да, что есть такое божество. Это у народа Саха это как бы, да, божество Великий Ворон, который как бы покровительствует именно тем людям, которые связаны с творчеством. Ну, как бы, да, именно вот силой слова. И поэтому писатели, которые, известные писатели, да, очень такие, которые обладающие большим даром, да, которые даны именно от Бога, от природы, они обладают именно почти шаманской силой. И поэтому, например, все югагирские, да, писатели, там, Куриловы, они из семьи шаманов. И у нас, у народа Саха тоже многие писатели, они могли бы быть шаманами, но они как бы переиграли это и стали именно вот творцами слова. Поэтому вот среди вас может быть и такие люди, да, которые есть именно вот где-то в предках есть такое, и это вот именно этот дар, он может быть именно вот вылиться в виде вот именно творца слова. Поэтому мне кажется, что вот как бы обращение именно вот к своим истокам, произведением устного народного творчества своего народа, оно всегда как бы, мне кажется, лучше, да, начинать с этого. Но это я на своем примере, и мне кажется, что вот то, что вот мои произведения, первые же написанные, отправленные, были сразу напечатаны, это именно вот потому, что они основаны именно на легендах. Я сама так думаю, не от того, что как бы я была так вот сильно талантливой, да, а именно вот то, что я выбрала правильную тему, выбрала как бы правильный жанр, и поэтому вот они все сразу с первого раза были напечатаны. Но это тоже как бы от человека зависит, да, у кого-то такое мышление, да, предпочтение, кто-то любит писать о современности, но вы можете именно вот себя и как бы попробовать и так, но мне кажется, что начинать со сказок, с каких-то мифов, легенд всегда проще, потому что знаешь, да, о чем писать и что эти сказки, потому что, как говорят критики, любое произведение должно внести себе какую-то идею, да, какой-то философский, какой-то смысл. А в сказках и в мифах и легендах всегда есть такой смысл, и поэтому он, видимо, больше как бы, да, доходит до читателя, как бы он воспринимается читателем. Вот такой совет, и что вы хотели бы узнать, можете как бы задавать вопросы. Вообще ничего не слышно. Есть вопросы, да, или нет? Хотели вас поблагодарить, уважаемая Варвара Прокопьевна и Елена Дмитриевна, за ваши советы, и мы пытаемся оправдать все, что вы нам сказали. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы, может, чем-то интересуетесь? Я как бы работаю как бы в вашем городе, получается, я живу там, поэтому если есть какие-то вопросы, можете вот прийти в нашу библиотеку, в отдел краеведческой литературы, и мы можем как бы уже вживую общаться, и какие-то советы я могу дать, но я не знаю языки ваших народов, но просто как бы какие-то советы там по сюжету, по каким-то я могу сказать, вам указать что-то, посодействовать. Но в языковом плане, лексикой, как бы самим языком помогут ваши преподаватели, которые являются носителями языков.
Поэтому, ну вот у вас очень много таких легенд, и как бы ваши края все вот северные, они вообще сами, да, каждая местность имеет свою легенду. Там вообще все как бы пропитано мифом, да, мистикой. Поэтому у меня тоже очень много таких как бы легенд северных, там об Аграфене Жиганской, о Фекле, которая из Аргахтаха, Среднеколымска, да, вот поэтому вот эти именно легенды, они вот очень как бы, да, притягивают людей, потому что они реальны, но в то же время окутаны мистикой. Вот шаманские легенды тоже, кстати. У меня есть и вот книга «Блики шаманского костра», которая в Литресе, там есть вот шаманские легенды, которые еще с юности собирала, пробовала, и там они напечатаны. Так, ну, тогда вот наши Вопрос можно? можно. Можно ли нам когда-нибудь прийти к вам на экскурсию в библиотеку? Можете прийти на экскурсию в библиотеку. И у нас в отделе краеведения мы часто проводим разные мероприятия. Так что мы приглашаем вас, вы можете посетить. Кстати, мы с вашей школой сотрудничаем. И у нас на наших мероприятиях ваши дети постоянно выступают. Так что мы проводим еще научно-практическую конференцию каждую весну. Можете участвовать, по краеведению проводим. Так что у нас много интересного проводится. Есть еще вопросы? Ну, я И могу вот Мгм. Меня зовут Мария Тарасовна Каиданова, я вот учитель русского языка и литературы школы Арктика. Тоже меня очень заинтересовали вот, действительно советы, и детей заинтересовали. И мы хотим, конечно же, сотрудничать, но писать не на родном, дети пишут не только на родном, но и на русском языке, а некоторые еще и на английском. Ну, хорошо. Так что они могут, да, подойти ко мне. Мы тоже обычно, мы свои сборники тоже издаем у себя. Мы много раз издавали сборники произведений Янгринской школы, Золотинской школы детей, там стихи на венкийском языке и на русском. Мы с Клавдией Иннокентьевной тесно сотрудничаем, так что мы можем с вами сотрудничать. И я участвую в этом проекте Национальной библиотеки как консультант, поэтому я и по этому проекту, и у нас и по проекту своего отдела мы можем работать с вами. Но этот проект, который Национальная библиотека организовала, он нацелен именно на произведение на родном языке, на венкийском, на икагирском. Поэтому мы можем другие альманахи выпускать, именно можем на русском языке. У нас в отделе краеведения. Ну, если какие-то вопросы возникнут, там в положении данного мероприятия есть все электронная почта Ангелины Афанасьевны, ее телефон, так что, и если какие-то вопросы, можете обратиться ко мне. Можете прийти в библиотеку, и мы можем там уже что-то обсуждать. Ну и спасибо Ираиде Гаврилевне, очень такие ценные действительно советы, да, настолько эмоционально и настолько, что просто, наверное, дети прониклись, да, потому что некоторые они пишут, но они иногда они просто пишут и никому не отправляют, даже нам не будут читать свои мысли сократят. Мы можем куда-то отправить, можем произведения. У нас есть детские журналы, колокольчики всякие, поэтому мы можем отправить и даже в другие. Ираида Гаврилевна, она может даже самые лучшие, может, в своем журнале «Полярная звезда» могут выпустить. Поэтому так что будем работать. Я уже там могу просто передать это своим коллегам, которые как раз детские произведения могут выпустить. И часть можем, у нас тоже в нашем журнале, у нас есть рубрика «Звезды» для детей старше 10 лет. Вот тоже прекрасно будет. Нам надо пробовать, надо всегда. То, что человек просто пишет и пишет в стол, это уже бесполезно. Мы пишем, ребята, для того, чтобы это прочитали другие люди. Да. Это обязательное условие для писателя.
Так, ну, все, Ну, всё. это завершаем, Да, да? у нас всё. Да, завершаем. Ага. Ну все, спасибо, дети, вам за внимание, за вопросы, за интерес. Все, до свидания. И до Выключаемся, новых встреч. наверное. Да? До новых встреч. Это у нас первое занятие, будут еще встречи.